Так, друзья, всем большой привет. И у нас очередной 10-й, 20-й, 30-й походу. Я уже сбился со счету. Заезд на Весновку. Это уже не Весновка, скажу вам сразу. Это просто туды-сюды. Потому что туду-сюды уже много раз было. Вы сами видели, чем закончилась последняя охота, которая была сегодня ночью. Утка была, не было ружья, стрелять было нечем. И сегодня в нашем полку немножко прибыло. Опа-на! Вот такие вот. Гости. Они ждали, когда утка пойдет, думаю, да что сопли морозить, говорит, да? Они ждали, они получили сигнал, утка пошла, ну тогда поедем. Вот. В общем, ружья везем в чехле, блин, замурованные, даже вот патроны в чехле, все в чехле. Короче, прочитал комментарий, там какой-то очень умный человек пишет, у меня ружье наперекосяк, еду, вот. У вас в Коми разрешено ли езда расчехленным оружием? Да, конечно, запрещено. Ружье в чехле, там просто немножко так торчит. А так оно в чехле, конечно же, в чехле. Мы и тут всегда в чехле возим. Да нет, встреча, сейчас весна, медведи проснулись. Любая встреча с медведем, ты скажешь, стой, 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 подожди, ружье у меня в чехле. Сейчас, внимание, подожди, сейчас расчехлю, зашпигую патронами. Нет, лучше пули, ты подожди, Мишка, подожди. И все такое. Бред. В общем, заезжаем с одной ночевкой, потому что завтра у нас, даже не ночевка, это будет ночь в шалашах. Завтра у меня рабочий день. Весновка заканчивается. Завтра вывезу основные вещи, потом после работы... После работы, возможно, заеду на пару дней еще, и все. 26-го закрывается охота. К закрытию охоты мы должны будем выехать уже полностью. Все, заезжаем. Да. Снега уже практически нет. Готовы? Попробуем. Здесь еще немного снега есть. Сегодня днем была температура плюс 22 градуса и с ветром. Снега село очень много, и, наверное, я так думаю, озеро тоже растаяло. Лед на озере, вернее. О, здесь поток сейчас будет, бля. Пока едем. Ой, сейчас тут тоже большие лужи будут, глубокие. Нормально? Вот так. Главное влево-право не съехать, где колея. А так пока ехать можно. Бывает хуже, но реже. Опа, 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 опа. А вот здесь лучше объехать.
некуда, блин. Особенно когда снегу много, но сейчас вроде бы снегу поменьше, должно проехать. Залила? Не должно. А нахуй запустила. На кнопку стоп нажалась. Завтра по следу должны проехать нормально уже. Это вот когда снег... Если дождь будет, Не, это плохо, когда снег с водой, а когда пробьешь, уже по воде едет. Не такое проезжали. Просто случайно на кнопку стоп нажал, так бы ходом выскочили. Вот опасно, вот шаг влево, тут яма такая глубокая сразу идет, вот туда нежелательно. Если поверху ехать, то нормально, а там сразу глубокий снег и с водой, вот если туда скинет, будет жопа. Выехать-то выедем, но повозиться надо будет. Я говорю, я тут заезжал и выезжал в худших намного условиях еще. Это еще нормально, ехать можно. 20 мая, ужас. Еще один сложный участок. Проскочили. Гоп. Там сбор. Тебе надо было сзади снимать, да? Подшипники из-за этого и летят каждый год, блин. Ржавеют, я уже их не смазываю, блин. А здесь вот снега уже нету.
Ну вот так вот меняется. О, мышка, мышка, мышка поэтому бежит. Две. И куда бедные пошли? Утонете ведь. Вот сегодня мы утром выезжали. Еще было все спокойно. Сейчас все уже. Ну-ка, мой мост. О, мост еще во льду основной. Чуть-чуть смыло, пару бревен. Основной вроде бы еще не смыло. Ну, мне кажется, вон, видишь, бревно. Два бревна унесло. Два бревна унесло. Эти растают тоже, вот раз, два, эти поуносят, все. Вон это надо, елку сюда. И привязать к этому основному бревну, и будет все хорошо. Короткая, маленькая. Вон, разливается потихоньку. Лягушки, да, начинают. Вот. Вечереет. Над озером летают утки, надеюсь. Так, первым делом посмотреть надо состояние озера. Растаяло, не растаяло, потому что, чтобы ребятам было куда сесть или пешком до конца. Ну, привет, избушечка. Я гляну. Пока кистал. Облом Петрович. Ребятам придется идти пешком до конца озера. Я-то думал, дам им лодку, и они самосплавом доплывут до конца озера, но однодневной жары не хватило растопить лед. Сейчас здесь могут подняться утки. Утки. Это вам не шутки. Края озера открыты, здесь тоже утка садится. И вот там вот у Володи шалаш. Они даже до туда дойти не смогут. Только пешочком на тот конец озера. И там будут в моих новых шалашах. Посмотрят, если где палатка Алтая растаяла хорошо, там нет, так придется им в одном шалаше сидеть. Так. Вон тут вот стопки были, вон пластиковые, видишь, слева. С Серегой вспоминаем, когда он здесь был последний год. Первый и последний, наверное, да? Не, до этого-то я был. Приезжали, да, Я раньше со стороны Печоры приходил. А я последний год, ну, последний раз. Тогда? Да. Последний раз. Это был 18-й или 19-й год, не помню. На денек заехали. Не 19-й точно. Либо 17-й, либо Да. 18-й. Значит 18-й. 17-й в ноябре канал открыл, это значит 18-й был. Яйца сырые там. А я в курсе. Вон. Ложка есть? Ложки, да. Вон же ложка. Пань, да и не надо. Одна ложка тут остальные. Ложка, Пань, кошка, Кань, а теленочек у Кань. Она Это понес. хорошо. Нам еще идти. Километра. Так, нянь. А что еще тут? Да ничего больше не доставай. Пань. Не вижу. Вон еще ложка. Упадет что-то. Ну давай, с закрытием сезона. У нас так точно. Да. Ну, у нас еще не закроем. 26-го закроем. Нет, 25-го вечером, наверное. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Может быть, и послезавтра уже приеду и вывезу отсюда, потому что озеро откроется, тоже делать не. Или в конце там. Если рыбу не останусь половить немножко. Ну, сегодня, конечно... Как Иван бы сказал, в чешке. Сегодня, конечно, такого никогда не было, чтобы утка плавала. Я говорю, есть спортивная рыбалка, а у меня сегодня была спортивная охота. Я только вот пальчиком пук-пук-пук, и они улетали. А что сидел? Надо было сразу хокки рвать. А югдом совитищи. Ага. Понял. Подранки. Ты большой взял, да, ложку? Это твоя, Саш? Ну, я с нее начал. Что было ближе, то и взял. Дай нож. Там, представляешь, подранок плывет, а я не могу ничем добить его. Передо мной плывет, да. Спиннингом его надо было поймать. Блесной. Вытащилось, я думал, привязанный. Хрена себе. Острый нож. Тирок из-под носа ушел. А халата чернеть.
Курок там плавал, блин. Какой-то кряква. Не пойму, летела, спикировала. Видит, я там хожу, круг делает, садится за шалаш туда на болото. Ну, знает, наверное, что ружья нету. Может, шило хватит. Ружье-то было, надо было помахать, чтобы оно Держи, увиделось. не привязано. Я их смотрю. Если у меня уже, Опять потеряешь. если у меня уже на Петроваде один новый нож лежит. Скисло? Да. Собаки. Вон тема вкусная, не достал. Сильно. Ага. Ну-ка, дай-ка нож. Только пристегнул. Веревку точи. Суп, наверное, тоже из кис. Не, Тепло. не, да? не, Суп нормально. нормальный? Тут нормально. А макарошки скисили, да? Макароном все хана. Собаки. Я стараюсь даже вплоть до макаронов, до костей все вывозить. Даже здесь не раскидывая продукты, чтобы... Так и медведь не приучается даже. Мгм. Да. Медведь, я уже У стараюсь... меня бы, это- Гена, если бы собака ела, вот это вот все, я бы тоже вывозил. Она у меня такая привереда, вот, я не знаю. Так, я... Хлеб не ест, Кушает, это 100%. кушает только лося, да. Так, время сколько у нас? Так, держи. Было, Что, еще будете? Давай, по одной еще. было 10 минут 10-го. 10-го. Мы пока дойдем, 10 будет. 10. 20 минут. С пол-11 где-то первые начинают летать. По крайней мере, вчера, позавчера. С так было. пол-11? Мгм. Первые, Ага. первые почитают. А так, самый лед где-то с 11 до пол первого. Ну, Но меняется каждый раз. Сейчас вот потеплело, может быть уже это. Да. Тем более это хохлатая чернить, она может и Она по светлу любит летать. может и вечером, Нет, и у нас вот, утром. допустим, вот как было. С пятницы на субботу, да? Вроде и погода не такая ахти была. Утка Утки была. было. Вот так. Мгм. Но такие, знаешь, с налетами такие. Нету. Бух-бух-бух. Есть. Раз опять нету, опять хопа, есть. А тут тогда так себе, но полетало, но так себе было. Еще так, знаешь, У вас хорошо. потеплело. Думаю, ну все, с субботы на воскресенье мы сейчас тут вообще оторвемся. Не было. Балалас. Мгм. Ни хрена. Самое интересное, Тимуш-Баре утка была. Да, На Анму утка была. да, про Здесь говорит. утка была. А у нас Бородес. Просто не летала от совсем. Даже в лед не было возможности выстрелить. Вода прет, я сейчас лодку подтянул сегодня. Ну что-то ездил. 4 штуки с горем пополам добыли. Да. Там кряква налетела. Там, самец, Лодка-то вы самец. приезжали, бензина стали на суше была моя? Да. Сейчас уже плавала у меня. А, нифига себе. Прибыло сильно. Плавала. Я сегодня Значит, задрал уже- ее полностью по льдине. Уже, задрал. значит, где-то сантиметров 80-70 вода прибыла. Поднялась, херачит, блин. У тебя еще не то, что на суше, у тебя на пригорке была. Да. К лодке подхожу из-за льдины. Утка. Я говорю, мало того, что в душу на озере насрали, еще и там возле лодки отплывает, блин. Ой, хорошо. Ну все, я готов к боевым действиям. Сейчас бы еще в темноте не потеряться. Фонарик ты искать? Есть. А тропа есть, да? А что тут вдоль гривы пойдем? Скоро и мы пойдем. Так, ну что, как мы видим, озеро у нас здесь открылось широко-широко. И здесь вот вижу возле шалаша прямо утки плавают. Сейчас, конечно, они улетят. Попробовать можно. Блин, метро еще это.
Сейчас свой скрадок подойду, попробую. Еще одна утка села. Так, я в скрадке. Так, 2 подранка есть. Плавает, да ёшкин кот. Ну все, наверное. Так, один подранок подплыл туда. Этот готовый. Так, что мы видим? Одна утка у нас уже есть. Второй подранок поплыл на правый берег к лесу. И завтра мы его попробуем добрать. Почему завтра? Потому что сейчас надо уже садиться наш основной скрадок. Это у нас запасной вариант. И видим, что озеро уже конкретно подтаяло. Завтра это, наверное, узкая часть озера уже полностью будет открыта. Далековато, конечно, было. Ну, МЦшка исправно бьет. Вот оно, старые. Не зря говорят, старый конь борозды не портит. Вижу, лягушки уже проснулись, плавают. Ладно, погнали. Погнали. Одну уточку уже добыли. Ценой 5 патронов. Сетки трясти уже не буду, потому что утка уже летит. Завтра утром проверим и все. Лодку сейчас уберу подальше, чтобы не прострелить. И все будет шикардос. Мы видим, что наша лодка сегодня немножко полетала. Оставлял здесь. Если бы не привязал, вот, она бы у нас уже где-то плавала на озере. Так что всегда, какая бы погода ни была, нужно привязывать лодку, иначе потом ее можно будет просто не достать с озера. Унесет куда-то на льды, ветром закидает, и все. Вон, куда весло упало, насос, похулиганил ветер. Оп-оп. Все. Там еще у нас на севере зима, стоит лед. Здесь уже лето. В нашем шалаше будет весна. Вон сколько чучелов тут плавает. Ветер северный в нашу сторону. Это хорошо. Утка будет прибивать сюда добытую. Короче, все шикарно. По прогнозу обещают дождь. Но мы в палатке. Нам не страшен серый волк.
Вот сюда вот. Просто в эту сторону мы не будем стрелять. И все. И то ее привяжем к кустику. Потому что, не дай бог, поднимется ураганный ветер и здесь может унести его. Вот сегодня у нас 2 ружья. Одно про запас. Это мой старичок ИЖ-27. И второй старичок МЦ. Утка садилась. Не вижу, села, не села. В общем, второй старичок это МЦ-3112. 2 ружья. Это я покупал в 2004 году, на 86-го года выпуска, со знаком качества еще. Вот вчера бы я взял про запас ее. Уток можно было настрелять. А это МЦшка моя. Так. Пока куртку одевать не будем. Потому что я полностью вспотел. Немножко надо остыть. Все, садимся и ждем. Так, друзья, пока совсем не стемнело, потому что сегодня тучи и скорее всего будет темно. Пока совсем не стемнело, хочу поздравить свою родную сестру Людмилу с днем рождения. Сегодня 20 мая. У Людмилы день рождения. Звонил, поздравил, приглашала в гости, но говорю, надо ехать, у меня все там осталось, с ребятами уже заранее договорился. Извинился, что не мог приехать. Я говорю, вот обычно в это время, 20 мая, мы уже давным-давно выезжаем с Сосновки. Числа 12-13 уже выезжаем. В этом году весна затяжная. И 20 мая мы еще здесь. Охота у нас открыта до 26 мая. 26 мая закрывается охота, 26 включительно. Так что, если будете писать в комментариях, сначала почитайте правила, потом пишите. Все, выключаем телефон и ждем. Так, время у нас без 5:10, 21:55. И что-то сегодня, походу, утка начала пораньше летать. Или от того, что тепло, или от того, что темно, тучи набежали. Вот сейчас только 2 утки сели, но уже вдалеке там. Я их даже не вижу. Вот связь, я их слышу. Они туда сели. Сейчас немного остыну и одену куртку, потому что парка шуршит. Много шума создает. Хотя ветер меня сегодня был, как говорят, вот вижу твой, вот плывут. Буду ждать, может подплывут сюда. Ветер, в принципе, в мою сторону, они меня не должны слышать. 3 утки подплывают. Ждем. Нет, 2 утки. Или 3 все-таки. Не вижу. 3 утки.
троих, четверых даже. Метров 100. Это бесполезно. Я говорю, золотое время было вчера. И утка была. И расстояние до льда простреливалось. Подвело ружье. Где-то утка пролетела. Слышно, лось ревет. В лесу. По дороге видели лосиные следы. Лоси ходят. Медведи тоже ходят. Медведь голодный пасет лосей. Лосят не гасится. Самое печальное то, что лосихи скоро должны принести потомство. Если уже не принесли. И медведь запросто может молодого бедного лосенка задрать. Все, тишина. Ждем уток, ждем прилета. Скоро пойдет дождь. Сегодня всю ночь обещали с часу до 3, как раз самое время перелета. Ладно, посмотрим. Если что, у нас-то палатка есть, а вот у ребят, как я не знаю. Так, время 11 минут 11-го. 22:11. И как мы видим, сегодня уже темно. То есть, если вчера-позавчера было ясно и луна освещала нам все, то сегодня у нас луны не видать и темно. Наши уточки там так и плавают там на безопасном расстоянии. Сюда не подплывают. Но в принципе это пройденный этап. Там бывает до 50 уток соберется вдалеке. Все, уже озеро не простреливается. Сети тряхануть мы не успели. Завтра часика 3 сделаем проверочку. 2:30, возможно. До 2 посидим. Потом пойдем проверять сетки. О, взлетели. Взлетели. Да ладно, неужели меня засекли? Стал полный рост. И скорее всего, да, меня заметили. Вчера, блядь, без ружья. Я их хлопал. Нет, там еще слышно кто-то. А, скорее всего, еще подсели вон двое. Это не взлетели. Четверо еще сели. Вроде бы сюда идут. Это не взлетели, это подсели еще. 4 штуки. Вот это. Слышите, да, лось орет. Недалеко, кстати. Напрямую к шалашам, ой, к чучелам боятся плыть. Стороной обходят. Связи, походу. Или хохлатая чернить, я что-то не пойму. Тоже осторожничает. Сейчас есть шанс только добыть утку, если она конкретно подсядет к сразу чучелам. Не мешкая, надо сразу стрелять и все. Далеко. Ладно, включаемся. Все равно ничего вам не видно. Так, друзья, 12 часов 15 минут. Пошел проливной дождь, прячемся в палатке, одел вот парку. Сегодня темно, потому что тучи, луны не видать, и видимости как бы 0. Но несколько раз подсаживались, в основном, наверное, хохлатая чернить. В общем, немножко пострелял. Я так думаю, утром штук 5 должно быть. Прибило к этому берегу ветром.
Пошел дождь, утка пока перестала летать, но в принципе, если что-то прилетит, слышно будет. В общем, вот так вот. Сидим, балдеем. Морс, кипяточек, кофеечек. Снарядил патроны. Есть вот. Тут еще пачка патронов осталась. И немножко патронташа. Я так думаю, 25, 30. Патронов 50 еще у меня осталось. Так что, я так думаю, на утро хватит. Все. Как будет светло, сделаем включение. Так, друзья, время час и подсела утка. Только включил камеру, потому что стало немножко видно хотя бы. Прекратился дождь. Есть. Подранок. Только-только прекратился дождь. И стало немножко светлее, как бы залез в палатку, чтобы достать камеру. Достал, включил. Только сказал он доброе утро, глянул. А он уже сидит. Ну хорошо, хоть что дождался. В общем, в течение ночи пару раз подсаживались хохлатые чернити. Вот это тоже вроде чернити. И какая-то белая утка там еще вот садилась. Вроде как подранил. Если не улетела, где-то должна быть на том берегу. Утром посмотрим, глянем. Вот, доброе весеннее утро. Серега с Аней что-то пока молчат, не стреляют. Утка. Так, кружочек второй. Садится. Сядь, садись. Нет. Аккуратная какая. Третий круг. Что-то ей не нравится. Четвертый круг пошла. Далеко села. Блин, надо было в лес стрелять. Ладно, я точно не вижу. Самка-самец. Серая вроде бы. Серая, да, это самка, наверное. А вы что-то хрен его знает. Сейчас посмотрим, подождем, может подплывет. Что-то ее смущает. Чужок сел. Есть. Ну, сбил. Как достать там, это утром посмотрим. Главное запомнить, что одна упала туда. А чирок улетел. Чирочек улетел у нас. Налетели две утки. Крутанулись. Осторожничают.
Улетает подранок мой. Добили. Ладно. Утром посмотрим. Четенько. Один удар. Троих наповал с одного выстрела. Вот это красиво. Янцкадан. МЦшка. Есть контакт. Опять полил проливной дождь. И, наверное, придется идти в палатку опять. Я хоть и в плаще, но и ружье мокнет. Да и так все равно все сырое. Утка нет-нет, по парочке, по троечке. Иногда пролетает, что-то садится, что-то стреляем. Погода дрянь. Так. В общем, поднялся ветер. Надо по-быстрому собрать уток с озера, пока лед сюда не двинуло. Да, тряхануть сетки. Время уже 3-й час. Первым делом решил собрать уток с болота. Широконоска вот. Широконоская взял. Вот она. И еще где-то одна утка должна быть здесь, которую я в лед уронил. Блин. Без шеста пошел. Без шеста опасно. Ладно, попробуем. Если не получится, потом на лодке надо будет проверить, посмотреть. Шлепнулось-то хорошо. Только там тоже может быть опасно, трясина. Ладно, попробуем. Вот и нашли второго подранка. Пришлось добивать. Но здесь очень опасно. Вот он здесь был, побежал. Это тот, которого я в лед уронил. Блин, как его здесь добрать только? И все. Ходуном ходит. На белом. Это связь. Это связь. Упал вон туда. Я смотрю, там его нету. Потом смотрю, пятнышко здесь на траве. Подошел. Только он увидел, что я его заметил. Тоже побежал. Ну, вот такой вот связек. Добрал. Все. Этого добираю уже с 27-го ежа. С вертикалочки своей. Вон 2 утки. Все, на этой стороне. Все добрали. Сейчас надо пойти глянуть, что там на озере творится. Меткий. Свое же чучело по темноте шандарахнул. Кучно пошла. 5-очка. Дырок-то, блин. Я думаю, куда у меня чучело делать, блин. Так что по чучелам мы тоже умеем стрелять, оказывается. О, сколько дроби там. Минус одно чучело. Или придется запаять, заклеить. Я говорю насчет этого пенопластовой красота. Только-только прошел дождь. Немного стих ветер. Но мы уже на берегу. В общем, собрал все, что нашел. Тряханул сетки. Лучше бы я сейчас вышел. Сейчас хоть ветра нету. Под ураганным ветром проверил сетки. Считай, все на берег прижало. Смысла нет. Надо сетки уже поднимать. 2 щуки попалось. В общем, наш сегодняшний
результат. Это вот две такие вот щучки. Две щучки. И десяток уток. 3, 6 хохлатая чернить. Вот эти вот 6 штук хохлатая чернить. 1 шелохвост, 2 широконоски и 1 связь. 10 уток. Я считаю, неплохой результат. Не знаю, ребята сейчас с конца озера тоже созвонились, выходят. Сегодня всем на работу. Сейчас поедем домой. Пару часов еще успеем отдохнуть до работы. И на работу. А вечерком посмотрим. Если будет нормальная погода, то обратно сюда вернемся. Если будет дождь или ветер, наверное, останемся сегодня дома отдыхать. Потому что под ветром тут уже ничего не сделаешь. Все. Ручеек разливается. Если сегодня будет так же тепло, как было вчера, завтра здесь будет потоп небольшой. Вон как уже. Мостик уже вон, 2 бревна уплыло. Остальные тоже, наверное, сейчас догонят, если низ растает. Уже на буксировщике точно не покатаешься. А так пока еще журчит. Ну все, уезжаем ненадолго. Скоро вернемся. Смену отработаем. Или сегодня вечером, или завтра. Может быть, сделаем сегодня выходной и отдохнем дома. Но не зарекаюсь. Эти, походу, херня, да, патроны? Ох, покажи, что за... Ну, эти, которые там, что в прошлый год брали. Красная пачка-то. Вообще классно. Нормально? Да. Я что-то, блин, стреляю, они улетают, блин. Или не попадаю. Ну, я однюркой стрелял, правда. Контрольный спуск в голову. Рейс. Так, это все равно развернуться надо. Да-да-да. Точно, так точно. Эх, Мали, это не зима. Снег хорошо, без снега плохо. Холодно плохо, тепло хорошо, блин. А с теплом почему-то снег не остается. Вот.
Устал, блин. Устал, ураганушка, устал. Опа, и раз. Ну вот и закончилась еще одна поездка. Еще раз отвели душу. Не называю это уже весновкой, это просто короткий заезд. Небольшой. Для отрыва души. Раньше было так. Заезжаем, заходим вернее, вот по такому снегу, а выходим примерно вот по такой земле уже. И жили там вот неделю, 10 дней, а то 2 недели. Вот это называлось весновка. А это что? На вечерку, на утрянку съездили. Чайку попили. Чайку попили и обратно. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.